Проект «Память Сарапула». Ну, пышные, высокие слова, но он уникален чем? Не всегда такой выход будет, если иными силами делать. У нас мощная организация. Мы консолидировали все силы, какие можно. А это музейщики, архивисты, библиотекари, учителя и даже бедные дети. Иногда от нас школьники плачут, потому что задачи исследовательско-поисковой работы, не переписывание чего-то уже готового, извините, пошел и сделал, где-то чего-то переписал, а вновь выявить, исследовать, это не всегда и интересно молодому поколению, да и не всегда и легко. Я сегодня вам о некоторых наших книгах, к сожалению, одной нет, она тяжелая, я не привезла ее, ну, придется виртуально, и у вас спроецировать одну картинку нельзя будет, но не важно, тоже можно, не обязательно. Итак, мы издаем книги. Началось это в 2005 году, и, как видите, за 15 лет, вот более 35 книг. Как началось, никто сейчас не помнит. Вот как-то началось. Как-то началось. Первое, что мы переиздали, вот то, чего нет, но это то же самое, только в другом исполнении. Это повесть Лидии Анатольевны Будагосской. Поднимите руки, кто ее читал. Повесть о рыжей девочке. Все поднимите, кто читал. Ну, тут все читали, понятно, профессионально. А кто не читал, тогда очень коротко. Не каждый город России, особенно вот небольшой город, может похвастаться, что в нем был человек, который этот город полюбил, этот город оставил в сердце, и потом со временем он воссоздал картину своей жизни в этом городе, не приукрасив, не слукавив, вложил туда душу и оставил на все последующие времена. Вот такая повесть Лидии Анатольевны Будагосской. Кто она такая? О, она потомственная дворянка. И вот фамилия Будагосской, забейте в поиск в интернет. Все Будагосские, какие там выплывут, они все из одной родни. Они все родственники, их очень мало. Очень мало. У них есть свой герб, ну, в общем, долго это все рассказывать. Отец ее был жандармом в то время, когда она у нас училась, и очень крутым жандармом. Я имею в виду по должности, использовал современный жаргон, и по норову. Он был деспотичен, он был тоталитарен. Жена сбежала от него, Эмма Емельевна, пианистка, тоже из очень хорошего рода, сбежала. Почему-то он не отдал ей дочь, и дочь воспитывалась вот. Она написала эту книгу в 29 году. В прошлом году было 90-летие книги. Мне по дружбе один сообщник по краеведению, питерец, привез мне первое издание этой книги. Я ее сдала в библиотеку, в букинистическом магазине для меня прикупил. Скромненькая, 5-го формата книжечка, серенькая, простая бумага, ну, с рисунками хорошими. Я ее от и до. О чем там? О жизни гимназисток, о их влюбленности в реалистов, первая любовь, отношения с родителями, взаимоотношения вот между мальчиками и девочками. Я пристрастнейше читала. И мне даже удивило, вот между первым изданием и последней разница много. Вот где книга, которую все потеряла. Например, там только 2 слова отличаются. Я об одном скажу. Поднимите руку, кто может сказать, куда это они пошли. Молодые люди. Примерно в 1913 году, 12, вот, повесть это время. Значит, он и она, и они, еще пары, пошли на тягу. Все сдаются. А? Что это такое? Вот я и спрашиваю, куда это они пошли? Вот о чем и речь. И я так полагаю, все не угадали. Я так полагаю, что Маршак все-таки рекомендовал ей это слово убрать, как узконаправленное, красноречное. Это, ну, если современно, на стрелку, на свидание.
Вот, пошли они, да. У Тургенева, у Я понимаю, но есть еще и жаргонные для того времени. Наверное, диалект. Конечно. Вот. Значит, первый раз мы просто переиздали книгу, но тут же уже самые первые книги у нас концептуальные вещи возникли. А какие именно? Мы не просто будем издавать, решили мы, а мы будем изучать, раз это на базе сарафовского всего содержания, прототипов, места, историю. Ну и что вы думаете? Лидия Анатольевна Водогодская была очень закрытым человеком. У нее очень была сложная судьба. Но я поставила себе задачу, думаю, ну, может быть, остались люди, которые ее знали. Стала искать. В интернете, понятно, это умерла, это и нет, то и нет. И так повезло на мое счастье, что жива-здорова, работает редактором Зубовского института в Санкт-Петербурге Евгения Петровна Щеглова. Какая она молодец! Она знала лично писательницу, она поделилась впечатлениями, о ней рассказала, но мы самую первую книгу издали, нарушив закон. Я же была, извините, темная, непросвещенная, ну, я знала, что у нее не было ни детей, ни мужа, ну, то есть, значит, не было правообладателя. Ведь надо писать-то, извините, есть у нас организация, которая авторским правом, за авторским правом надзирает. И вот мы нарушили закон. Оказывается, история почти детективная. Когда она уже была женщиной не очень в себе, вы знаете, что со временем у даже очень продвинутых интеллектуальных людей развивается Альцгеймер. Вот она этим страдала. И к ней подкатил литературный редактор Маршака, царство ему небесное уже, нет его в живых, Владимир Глоцер. О, я на него когда смотрела, ну понятно, на картинке в интернете, ну еврей, вот такие кудри, мощная энергетика. Он узурпировал право на издание. Он вообще такие деньги заламывал, что никто нигде никогда эту книгу не издавал, а если издавали, все нарушали. Мало того, даже фотографии не было гимназистки Водогодской. А в архиве в Питере, на Шпалерной, там ее фонд, понятно, что фотография была. Я даже умудрилась, звонила, там Георгиевская была тогда, сейчас, может, не она, директор архива, я как-то сумела добыть даже ее домашний телефон. Звонила ей домой и говорила, ну вот у нас есть общие фотографии выпускные того года, а она в 15-м году окончила. Ну пришлите нам, чтобы мы слечили. Вот, короче, нарушив тоже закон, потому что не разрешал Глоссер это делать, нам прислали, и вот в этом уже втором издании много-много чего о ее соученицах, о ее родителях. Вот фотографию ее отца я нашла сама. Мне просто повезло, там свыше кто-то помогает точно, когда ты чего-то очень хочешь. Значит, он, еще раз говорю, жандарм. Последнее время он служил в Польше. Потом, по самые последние дни в Орехове-Зуеве, и там революция. Его заточили в Ивановский монастырь, в концлагерь, первый концлагерь тогда, по тем временам, а потом он эмигрировал, убежал в Сербию. И ищи, свищи, и где его возьмешь. И фотографии не было ни у кого из родителей, ни у кого. А я дружу с ее племянником, единственным родственником. Ну и что вы думаете? Из документа, это ГАКО, Государственный архив Кировской области, мне прислали его послужной список, два даже. Один рукописный более ранний, второй машинописный. Вот. Я проследила всю его послужную историю до Сарапула. И на 905 год он служил в Александровске, на Украине, Харьков. И там участвовал в подавлении рабочего движения. И нашла в PDF брошюрка, ну так и называется, 905 год, там. Вот. И сначала идут фотографии жертв 905 года. Я с замиранием сердца думаю, ну хоть бы и врага бы поместили. И точно. И его портрет там, как самого вот такого жандарма. Понятно, что потом фотошопили, улучшали, все понятно. Но теперь хотя бы мы представляем, каким он был, а уже потом
Он служил, вот до того, как эмигрировать, в контрразведке Врангеля. И есть классные фотографии Врангеля в Крыму перед эвакуацией. Ведь его даже там уже идентифицировали. Вот. Ну и самый последний, заканчиваю с рыжей девочкой. Вот у нее влюбленность в мальчика, Колю Горчининова, который сын начальницы гимназии. А начальница гимназии противодействует вот этому их чувству. Все. И я все думала. Ну вот если у человека, у женщины не сложилась личная жизнь, если она прожила одиноко, не имела детей, но неужели она изменила имя своего любимого первого, свою первую любовь? Наверное, он все-таки Коля. Ладно. А что касается Горчининов, фамилия искусственная, а вот Борчанинов, у нас была одна из преподавательниц гимназии, которая функции директрисы исполняла, была такая, и мне помогли тут невольно казанские архивисты. Они, значит, выложили документы, тоже очень интересная история, история, которая рассказывает о том, как в России праздновали юбилей войны 12-го года, столетия, 1912 год. Вы знаете, вот мы говорим о патриотическом воспитании и думаем, что это вот только советское время, и вот только мы. Да извините, система дореволюционного российского образования была очень патриотичной. И вы представляете, от каждого учебного заведения России в Москву на парад были посланы делегации, в том числе от Саратовского реального училища, и там есть Коля Горчининов. И еще кое-чего я накопала и по преподавателям. Проехали. Дальше вторую книгу, у вас она вон есть, страница записки кавалерист-девицы. Там тоже есть кое-какие послесловия, все это есть, все это есть. Книга издана скромненькая, еще газетная бумага. А вот второй, вот эта книга, это уже была издана позже. Я назвала ее «Страницы жизни Сарапульской кавалерист-девицы». Мой хороший друг Алексей Александрович Шепталин меня за это критиковал на самом старте. Говорит, не надо гусей травить. Почему это она Сарапульская, она и Лабужская? Я сказала, нет уж. Мы здесь ее даем как девушку из нашего города. Ведь все, что в ней вот там вот есть, было, что ее подвигло, это все случилось в нашем городе. И я, когда, поднимите руку, кто в Сарапуле был на горе Урал. И все. О, мало вас было. Приезжайте к нам летом и сходите-ка на гору Урал. Таких видовых площадок в европейской части России мало найдешь. И я, когда стою на этой круче и вижу то, что Дурова видела, когда она в историю уходила, и со своим полом порвала, с семьей порвала, я понимаю ее порыв, потому как это такая мощь России, река вечная большая, огромные-огромные дали. Вот, конечно, для этого надо иметь и фантазию, и чувства, но тебя прямо наполняет этот воздух Родины. Я даже Путину, извините, писала, когда он еще был президентом до Медведева. Когда вот мы издавали эту книгу, я ему писала. Давайте-ка мы, тогда как национальные проекты, образование, а я говорю, давайте-ка мы еще такой проект национальный, дорогами Отечества, чтобы каждый школьник страны хотя бы раз в жизни гарантированно посетил какое-то знаковое место страны. Потому как или просто прочитать или картинку, или телевизор, или ты на Мамаевом кургане постоишь, ты постоишь на истоке Великой реки, в деревне Карпушата Кесского района, и увидишь, с какого ручейка начинается, ну и так далее. А я предлагала для кадетских классов девочек, в стране много таких. Ну, мне ответили. Я им еще раз ответила. У нас хорошая была переписка. Ладно. Так вот, эта книга, чем она хороша и интересна? Ну, понятно, интересно читающим. Вот здесь есть произведение, дополнение. Здесь у нас его нет. Вот это записки кавалерист-девицы. А она еще написала к ним дополнение. Некоторые черты из детских лет. И там все про Сарапул.
там все про Сарапул. А время Надежды Дуровой в Сарапуле, я в Татьянин день проводила экскурсию по Екатерининскому городу. Это время Екатерины II. Это город абсолютно другой. Там все по-другому. Там все только-только-только в начале. Ну, например, она описывает почтовый день. Дуров был отец городничим. Почтовый день. Сегодня у нас что, вторник? Вот послезавтра был бы в Сарапуле почтовый день. Да. И к городничему приходили жители, а их было чуть больше 1000. Я их все знаю. По книгам каким, никто их никогда, кроме маленькой кучки людей, не читал. Это обывательские книги, они в РГАДа хранятся в Российском архиве государственных древних актов. Это подворная перепись по указу, реформа Екатерины II обязывала ежегодно проводить вот эту перепись. И сохранилась, по многим городам не сохранилась. А вот у нас сохранилось 1787 и 1796 год. Вот ты приходишь, здесь купец такой-то, семья такая-то, торгует тем-то. Короче, интереснейшая вещь. Так вот, значит, приходили со своими письмами, и отец заставлял девочку ставить, во-первых, подписывать конверты, ставить штемпеля. Штемпели, правильно. Вот. Там много нюансов, там много мелочей. Для сарапульцев это точно кладезь вот этой первой истории. Больше нигде не найдете. Это первые свидетельства, причем художественные свидетельства жизни горожан. И извините, похвастаюсь, извините. У Дуровой Надежды Андреевны есть исследовательница. Она в России самая-самая. Алла Игоревна Бегунова. Она москвичка, она писательница, она немерено книг, таких уже, ну понятно, фантазийных, но все на биографии Дуровой написала. И когда я эту книгу затеяла, ну понятно, я нашла ее электронку, я ей написала с просьбой несколько специально для нашего издания, в отличие от президента Путина. Здесь есть у нас. А я просила его тоже несколько слов о воинстве. Ну ладно. Вот она написала. Но когда я эту книгу ей посылкой в Москву отправляла, затрепещала я. Потому что, извините, нас сам издат, мы же где как, далеко, и мало ли, и тем более дока. Вы знаете, что она мне в ответ написала? Я вообще была просто счастлива. Она написала: в первый раз я вижу такое издание от Дуровой. Уникальное издание. Оно интересно как сложена она, как оформлена она, какие там врезки, вставки к эпохе притянутые. Алла Игоревна родилась в городе Севастополе. А тут как раз Крым стал нашим. Я послушала там в фрагменте программы новости, и Мединский, теперь уже не министр, а был министр, Мединский сказал, что Крыму надо помогать не финансово даже, духовно, потому что они оторвались от России на долгие годы. И Сарапул, память Сарапула, в дар библиотеки Севастополя по наводке Аллы Игоревны послала через фонд, детский фонд, но он был имени Ленина, сейчас я не знаю даже как его, послали 50 книг. Дурову и девочку нашу послали. Молодцы. Дальше, вот этим я горжусь. В 2014 году, 2014, отмечалось столетие Первой мировой войны. Вы знаете, это пришла ко мне Сабина Валерьевна, нас же много. Я просто что двигатель основной и координатор, то есть кого подопну, кого похвалю, кого попрошу, ну, в общем, вот, координирую. Да, она говорит, ну, давайте по Первой мировой издавать. Вы знаете, мы точно, о нас даже писали архивы России в статье про наши книги, что это достаточно уникальный опыт, потому что мало какой город вообще вот так вот издал о Первой мировой войне, но по своим материалам, по местным материалам. Слушайте, а у нас можно целую серию было издать, и потом я уже вот забытые тексты, одна и та же. У нас еще одна есть книга. Нет, разные, правильно. В забытых текстах. Это уже одна я это делала. Одна я делала, потому что я вошла во вкус, что нам помогло, где пищу брали.
Ну, понятно, воспоминания какие-то, да, были, в музее хранятся, да, люди откликались, список составили воевавших сарапульцев, но, понятно, не полный. Газеты. Вот такого города больше в Удмуртии нет, только Сарапул. Ну, это объективно, он был большим уездным городом. До революции в Сарапуле издавалось 2 ежедневных газеты. 2. И выходили они каждый день, и в субботу выходили, и в воскресенье выходили. Не выходили только после праздников. Сегодня Пасха, сегодня вышло, а после праздников не вышло. Отдыхает. Вот такая история. Тут тоже очень много всего, что мне интересно, чем я горжусь, какой материал мы добыли. Ну, много всего. Да, вот Алла Михайловна, где книгу дивизионную, она ее держала? Она ушла с ней. Куда ее дала? Ладно, сейчас расскажу. Мы переиздавали уже что-то изданное, тексты. Вот «На реке» это переизданное, но с дополнениями. Вот уездный город С переизданный, некоторые произведения 19 века с дополнениями. Ну, короче, вот. Но есть темы и есть книги, когда мы делали открытие. Вот Алла Михайловна мое открытие унесла. Ну, сейчас принесу. Значит, дело было так. В краеведческой литературе, спасибо, в краеведческой литературе был известен факт, и он очень актуален. Вот в этом году будет 100-летие. Факт какой? Первый гражданский авиаперелет был совершен 2 сентября 1920 года по маршруту Сарапул-Екатеринбург. И все одной строкой. Извините, я не технарь, я филолог. И меня потом просто удивление невероятное. Думаю, да как же это так? Как? Если никого никогда не интересовало, а кто совершил перелет? А почему именно в Сарапуле? Сейчас я уже тоже всех нюансов не помню, но это была великая случайность, великая. Сейчас такой бы случайности не было, потому что закон о персональных данных, и в интернете не найти телефонов. Все, ушло. Никак. Я каким-то образом, каким-то способом фамилию летчиков нашла и стала звонить потенциальным возможным родственникам. А родственница, на которую я напала, она уже тоже была слегка не в себе. Но когда я представила, что я звоню из Сарапула, она сказала: ой, а у нас в Сарапуле Никита родился, это ее муж, сын того легендарного летчика, который руководил этим перелетом. В результате я познакомилась с уникальными людьми, потомками первых российских авиаторов. И мы с Наташей Панкратиевой, вот здесь 2 фамилии, Н. Панкратиева, Т. Пеганова, это моя фамилия, мы издали вот такую толстенную книгу, которая называется «Дивизион воздушных кораблей Илья Муромец в Сарапуле». Это мы вдвоем сделали. Кто нам помогал? Нам помогали многие другие. Музейщики, архивисты просматривали газеты, архивисты просматривали наши фонды нашего архива. Мы нашли в наших архивах интересные документы, материалы. Очень коротко об истории дивизиона. Вот меня приглашали в этом году в декабре, какого числа-то? 24 числа декабря. Было 105 лет дальней авиации, юбилей. Как возникла дальняя авиация? Игорь Сикорский, конструктор, самолеты, да, они называли самолеты, да, воздушные корабли, 4-моторные. И в 2014 году, гигантов таких не было в мире, и в 2014 году была создана, вот как раз в декабре, эскадра воздушных кораблей Илья Муромец, и она участвовала в Первой мировой войне. Это был первый опыт использования воздушных кораблей. Все было вновь. Что они делали? Они, во-первых, осуществляли разведку, потому что сверху все видно, да? И бомбометание уже осуществляли. Вот. И когда Первая мировая потом перетекла в гражданскую, и на 18-й год они были в Виннице. То есть теперь это территория Украины. И
Многие эмигрировали, летчики эмигрировали, штурманы и другие авиаспециалисты. Осталась кучка. Не потому, что они советскую власть так вот приветствовали, нет. Это люди, которые просто болели за свое дело. Прежде всего, а все они, которые самые-самые, они потомственные дворяне, они все образованные. Вот. И была теперь не эскадра, а дивизион Илья Муромец. В 19 году они были в городе Липецке. Тут возникла угроза нападения Мамонтовской конницы, и их передислоцировали в Сарапул. Почему в Сарапул? Тоже не все далеко знают. Оказывается, еще с 18 года Азинской дивизии был предан авиаотряд. И вот на территории Сарапула, там ликероводочный завод у нас есть на отшибе, огромные поля хорошие, и там был обустроен аэродром. Вот потому и выбрали эту площадку. И вот за 2 года пребывания муромцев в Сарапуле, что они хорошего сделали? Во-первых, они от нас, из Сарапула, еще уезжали в мае 20-го года на Западный фронт, на Врангелевский фронт. Вот, то есть Сарапул типа поучаствовал в гражданской войне, он так далеко этим авиаотрядами раз. Далее они устроили первые курсы авиаспециалистов, первые дипломы, но это не дипломы, свидетельства в нашей стране новому поколению были выданы в Сарапуле. Первый авиаперелет вот этот, это же гражданская война шла еще, и она еще близко шла, а они летели с Сарапула в Екатеринбург, и, например, в районе Красноуфимска, а там была обустроена одна из промежуточных станций, им тоже даже в перестрелке пришлось поучаствовать, в бою пришлось поучаствовать. Вот. Перелет, он, думаете, так быстро сели, полетели, прилетели? Нет, это сначала обустройство авиалинии, промежуточных этих станций, это тяжелая, большая работа, и полет-то длился больше 2 недель, потому что там постояли, тут повоевали, тут лесные пожары, короче, целая история. И, наконец, еще был разработан первый советский самолет, правда, он гражданского назначения, правда, неудачный опыт был, самолет Комте. И теперь так получилось, что я еще раз говорю, не технарь вовсе, но я стала известна в кругах людей, которые занимаются авиацией и увековечиванием памяти. Ездила в Москву на презентации других книг, и даже в одной книге меня типа тоже как вот я, ну не соавтор, конечно, но ссылки на меня делаются. Вот. А в этом году я надеюсь, что в августе мы устроим хорошее мероприятие, потому что все хотят к нам приехать, те, кто чтит память, а таких много. Вот еще раз, извините, руку попрошу поднять. Кому знакомо, ну хотя бы просто как звук, не то что там тотально и глубоко, кому известно имя Михаила Васильевича Водопьянова? Конечно же, много у вас хорошо. Кто такой Михаил Васильевич Водопьянов? Легендарный полярный летчик. Да, номера героев Советского Союза, они, наверное, произвольно, у него то ли 6, то ли 7, под номером 7. Но, вы знаете, даже его правнучка Светлана Болдырева, с которой я дружу, которая работает в Государственной Думе в информационном отделе и которая занимается, ну, в хорошем смысле, пиаром героев Советского Союза, возглавляет какую-то там общественную организацию. Когда я ей сказала, что прадед-то впервые увидел землю с неба не где-нибудь, он увидел Сарапул, она говорит, а как это так? Значит, плохо читали. У него в «Полярном летчике» это описано, и не только в «Полярном летчике» в книге. Он в Сарапул прибыл из Липецка, а он из деревеньки, близкой к Липецку, сейчас это уже территория Липецка. Он прибыл просто красноармейцем, парнем большим, красивым, не ученым парнем. И что он делал? Он подвозил на телеге, на лошади горючее к самолету. Ну, ему же так хотелось взлететь. И он упросил, тогда тоже строго было, хотя, конечно, гораздо проще. Он упросил летчика Туманского, Алексея Константиновича Туманский, это крутейший летчик, ас Первой мировой войны, уже на Польском фронте тоже повоевал, заслужил орден Красного боевого знамени. И он его взял. Как он описывает этот полет, у него столько восторга было. И он описывает, вот она река Кама, вот она женская гимназия и прочее, прочее, прочее. Вот таким образом.
Значит, эта книга мне очень и очень дорога. Здесь мы сделали массу открытий, отработали массу персоналей. Ой, с кем мы только не встречались, с кем мы только не законтактировали, сколько открытий не сделали. Вот я привезла ее, не думала, что она у вас есть. У меня, видите, я сделала немножко в твердой обложке подороже. Вот некоторые издания, так вот дернешь за ниточку, эта ниточка понятная. Но когда издашь, оказывается, у этой ниточки еще ответвление, и еще чего-то выдергивается. Когда мы эту книгу издали, одна семья, семья уникальная, значит, во время, не во время, вернее, в этом дивизионе был гарнизонный доктор, он основатель детской хирургии в нашей стране, Леонтий Петрович Александров. Ему было уже 60 лет. Чем гражданская война отличалась от всего другого? Это гражданская, это все свои, хоть враги, хоть нет, они все свои. И вот приезжали в эти формирования воинские аж семьями. Вот он приехал, значит, сам, с ним был его сын Владимир, он аэрологом начал служить, а потом стал авиаконструктором. С ним была дочь. И когда родственники, вдохновленные изданием книги, стали рыться по полочкам, по всяким закуточкам, по чуланчикам, они обнаружили какие-то записки, хорошим почерком женским написанные. И они думали, что это написала, а называлась так «Хроника сарапульской жизни». 20-й год. Уникально, потому что в 20-м году кому там писать про свою жизнь, там война, голод и все прочее. Вот. И они думали, что это дочь Екатерина, этого Леонтия Петровича, сестра этого Владимира. И когда я текст набирала, я со сканов набирала, мне сканы прислали, я набирала, смотрю, написано Мария. Я думаю, наверное, ошиблась. Исправила на Екатерину. И все, и дальше пошло, потому что она о себе там не пишет, не называет. И вдруг, мне пишет моя сообщница Наташа, Татьяна Борисовна, так оказывается, эти мемуары не Екатерины Александровой. У нее, оказывается, была сводная сестра, вот этот Леонтий Петрович, который доктор, великий был доктор, его очень чтут в России, ему там память о нем хорошо чтится. Так вот, у него, оказывается, была вторая семья, внебрачный ребенок, и мемуары это написала его внебрачная дочка, уникальная женщина. Вот сейчас я про нее чуть-чуть побольше. Вот она вот у меня на фотографии, да. Мария Швайковская, скрипачка. Очень неординарная натура. Вот когда человек пишет, он же себя проявляет. Я сразу поняла, какой это человек, какая женщина. У нее юмор не очень милый иногда, такой с подковырочкой. У нее такой взгляд на мир, очень своеобразный. Так вот, она вышла замуж тоже за скрипача, и он эмигрировал, и она вместе с ним до Харбина доехали. И она остановилась на полпути, ну не совсем на полпути, но где-то там, и не поехала за ним. У нее был 6-месячный ребенок. Она описывает, это жуть, конечно, жуть. Тифозный эшелон. Она обратно возвращалась. Тифозный. Мальчика звали Миша, но они его звали домашним именем Мусик. Мусик ползал по ней, сам находил грудь, сосал грудь и остался жив. Ну и она, извините, не отдала концы, осталась жива. И измотанная вот этой дорогой туда-обратно. В 20-м году в марте она приехала в Саратов, пришла к отцу, и вот 2 года она почти здесь была. То, что она описала, для нас бесценно. Потому что там штрихи, детали времени, быта, которые нигде не реконструируешь, не возьмешь, потому что никто больше не оставил. Мало того, я с огромной любовью это дело все, мы с Наташей, опять же, издавали, и сейчас у меня есть, но я, к сожалению, не правообладательница, раз. Во-вторых, это не наша, как бы сказать, территория. Она уехала потом из Саратова и жила всю жизнь в Ленинграде. В Ленинграде
в период Ленинградской блокады, в период блокады, действовал в течение всей блокады один театр. Это театр музыкальной комедии. А она там была первая скрипка. И она вела дневники. И вот у меня эти дневники есть. Если, конечно, я еще доживу, мне, извините, лет немало. Вы тут меня, я почитала в интернете, что-то как-то не очень. Что я УДГУ окончила, я не могла УДГУ окончить. Я 48-го года рождения, я окончила еще УГПИ. Тогда институт был, ну ладно, все, ну ладно. Вот. Я о многом не буду говорить, скажу только одно. Я много что о блокаде читала. Всяких мемуаров, книг, все прочее. Она абсолютно без пафоса. Но она вот так пишет. Только один фрагментик, вот один, не наизусть, конечно, так, в вольном пересказе. Ее сын Миша, вот тут Мусик. Он, кстати говоря, не имел высшего образования, был просто водителем. А остальные дети окончили. У нее еще потом дети были. Вот, от второго уже брака, Масленникова. Мусик воевал на Ленинградском же фронте. И вот она ему пишет на фронт письмо из блокадного Ленинграда. О том, о чем вообще-то как-то и не говорят вроде. Вот мы сытые, довольные, даже некоторые слишком, видите, правда. Вот, да. Она, знаете, ему примерно как пишет. Мусик, цени еду. Еда – это великое благо, ну и так далее. Банально вроде, ну что, еда, да, но она... И она высокодуховный человек, но об этом вот насущном и дальше. Просто душа замирает. Честно говоря, очень хотелось бы мне ее издать, но пока никому не отдаю. Хотя журнал «Звезда» вроде бы замахнулся из Питера, вот Евгения Петровна Щеглова. Так, книга, где моя еще одна? Вот не вижу тоже. Жернова не вижу. Ну ладно, еще у вас нет жерновов? Я бы привезла, мне ее много. Подарила бы так. Ну, подарю. В 17-м году мы издали книгу «Жернова». Это сборник. Первая повесть, ну, во-первых, это был год террора, юбилея 1937 года. Так уж считается, что это год террора, 1937 год. Что мы издали там? Мы издали 3 повести. Вот я о первой только скажу, пожалуй, что. Ну, ладно. О первой повести. И по названию повести и весь сборник так назвали. В нашем городе с 1938 года жили, некоторые потом вернулись, некоторые так и зависли и остались, жили чсиры из Ленинграда. Член, это аббревиатура, члены семей изменников Родины. Мужей расстреляли, а жен и детей выслали в Сарапул. У нас была большая диаспора. Я Ижевском не занималась, может быть, и здесь такая картина была, но в Сарапуле совершенно точно. И была одна семья, где не отца расстреляли, а мать расстреляли. Сару Рабинович. Наверное, все знают, кто такая Фанни Каплан. Эсерка. Ленина стреляла. Так вот, Роза Рабинович, она была тоже эсеркой. На каторге была. Значит, дружилась вот После революции она работала в Петропавловской крепости экскурсоводом. У нее был единственный сын, 18-го года рождения, Вадим. Однажды она в воспитательных целях, ну, парень что-то там не слушался, лет ему было 10, в воспитательных целях она его заперла в тот же каземат, в котором когда-то сидела сама на достаточно большое количество часов. Вот. И ее в 37-м, 8-м, наверное, все-таки, взяли, и сын только потом узнал, что ее сразу же расстреляли. Сразу же. А он с отчимом вот к нам в Сарапул прибыл. И он был молодым человеком, 18-го года рождения, прибыл в Сарапул в 38-м, 20 лет парню, из хорошей семьи. Жили они в отличном доме, ну, таком элитарном даже, можно сказать, доме, потому что там жили вот, ну, жертвы революции, что ли, ну, в смысле, революции, да. И он однажды шел, и он занимался в самодеятельном кружке театральном. Вот он однажды по улице Сарапульской шел, по весенней, радостной улице, а у нас есть великолепное здание, купеческий особняк Смагина, но ему не повезло.
с ориентацией, с наполнением. Там всегда то НКВД, то КГБ, теперь ФСБ. Здание закрытое, никого не пустят, ничего не посмотришь, а попасть туда по собственной воле не хочется. Да и вообще не хочется. Так вот, и из этого здания вышел молодчик, ну, служащий, и попросил его зайти. Он зашел. А дом этот с эркерами. Ну, знаете, что такое эркеры, выступающие части, да? Вот. У него кабинет как раз был, где вот этот эркер, на втором этаже. И он ему прямым текстом предложил стать стукачом. Потому что много же молодежи питерской, а они что-нибудь да говорят, да анекдоты, туда-сюда, чтобы он стучал и докладывал. И парень, Вадим Фролов, в порыве праведного гнева, можете посмотреть, в интернете есть, дорого стоит, хотя бы прикупить для музея. Значит, это чернильница, каслинское литье в виде медведя, но очень тяжелая, так вот крышка открывается. Он схватил эту чернильницу и запустил в НКВДшника. Значит, вот тот уклонился, фигура, ну, вещь эта, пробила окно, а его скрутили. Еще у нас есть одно интереснейшее место. Ой, какое место, когда сыновья приезжали этого Фролова в 17-м году, и приезжала вот эта моя литератор Евгения Петровна. Я их собиралась повезти, но парни-то осилили, ну, не парни, уже взрослые мужчины, а она не смогла. У нас, значит, есть монастырь бывший мужской на Старцевой горе. Иоанно-Предтеченский мужской был монастырь. С 18-го года стал тюрьмой. Сейчас колония строгого режима. Но там в казематах устроен музей. Интересно посетить. Короче, вот его туда отправили. И интересно он отписывает в своей повести «Жернова». Значит, ну, это законы жанра, так оно всегда, видимо, и было. Кинули в камеру, его там 20 человек исколотили, до полусмерти избили. А на утро эти зэки, потому что это были не политические, это были просто уголовники, они просто, ну, непонятно, почему так. Ему не принесли еды раз в день, ему не принесли 2 дня. Короче, тот, видимо, решил его просто там сгноить. И тогда главный, кто там главный был в камере, он сказал, я всегда этот пример привожу в назидание, как полезно читать. Помогает чтение это. Он ему сказал, а ты романы можешь травить? И потому что он был начитанным молодым человеком, он стал травить романы, он стал им пересказывать произведения приключенческого жанра. Майн Рида, Фенемора Купера, Вальтера Скотта, и они, разинув рот, слушали и кормили его. И прошло где-то с полгода, сменилось начальство, его отпустили. Он ушел на фронт, ну, он еще сначала в селе Кикбаево пожил, потом выпустился на фронт. Но и к чему? Это великолепная литература, это писатель мирового уровня, Вадим Фролов. По его книге, ну, повести «Мужской разговор», а я ее читала еще в юности, в журнале «Юность», был поставлен фильм в главной роли Шукшин. И эта повесть считается одним из лучших произведений о мире подростка. И даже вводится в обязательное чтение в Японии, например. Его называют русским Селлинджером вот нашего Вадима Фролова. Мне повесть «Жернова» очень дорогая, потому что когда издаешь, каждое слово, извините, обсасываешь, пропускаешь через себя, особенно ее начало. Я, к сожалению, не совсем хорошо, может, передам, но, значит, вот он возвращается после войны, отвоевав, не в Сарапул, конечно же, а в свой родной Ленинград, возвращается. Идет. Что такое город после блокады? Когда я свою тетушку, царствие ей небесное, давно, конечно, небесное, уникальная была женщина, бабушкина сестра, на всю блокаду перенесла, 6 полостных операций после блокады, великолепная оптимистка, она была дочь священника, может, вот все это заложилось в ней, но когда она однажды сказала, что они там к заводу ходили картофельные очистки, я думала, ничего себе, значит, все-таки что-то было, солдаты после войны уже после блокады было, какие там в блокаду, в общем, короче говоря, город вымер, конечно же, вымер. И вот он идет, и табличка. Рядом жил дантист, зубной врач. Да? У него фамилия была Жив, 3 буквы, Жив. А инициалы А.
точка, я, точка, жив. А точечки-то стерлись. И вот он идет, весь вот в этом состоянии, и вдруг видит, а того звали Арон Яковлевич, он был очень добрым, очень отзывчивым, семейным. И он читает, без точек уже, а я жив. Это классно написано. Это скупо по, так сказать, языковым средствам, но мощно написано. У него такое, какое вот чувство, порыв. Значит, жив. И что ему рассказали? Что этот Арон Яковлевич отдал все свои карточки какой-то соседке, у которой украли эти карточки, и умер. Так ведь мне удалось, я уж не помню, блокадные книги, наверное, есть же эти жертвы блокады. Я нашла предполагаемого Арона Яковлевича, там втиснула. Вот эту книжечку, ой, у вас ее не знаю, есть она нет, если нет, так оставлю. Ну-ка, смотрите, пожалуйста, все на выставке есть такая книга? Точно нет. Точно нет, да? Скромная ведь, да, книжка? Вообще, невесомая, да и дешевенькая. И вот этот рисунок по моей просьбе сделала дизайнерша. Вот кому из взрослых, я имею в виду по возрасту, постарше, кому она что-нибудь напоминает? Вопрос. Наверное, пионерское детство. Пионерское детство, еще что? Хорошо, это открою. Журнал «Юность» оформлялся. Помните, да? Только там девушка была, и так у нее зовут. А поскольку это ведется от имени юноши, я попросила вместо девушки изобразить юношу. Правда, немножко она, совсем снятый, чуть-чуть понасыщеннее надо было. Очень интересная история, когда книги возникновения. Никто бы никогда в жизни ее не издал. Ни в Сарапуле, ни в Удмуртии. И знать бы никто ничего не знал. А дело было так. Когда я Первую мировую делала, мы делали, кто знает последнего графа Российской империи? Вопрос формулирую. Как фамилия? Последнего графа Российской империи. Кто не знает. И я не знала. А теперь знаю. Знаете почему? Значит, когда противники, Первая мировая, в городе, сейчас мне за разум зашел, город не назову, это западные рубежи, да, вошли казначей уездного казначейства. Вот в Сарапуле тоже было уездное казначейство, Большой Сарапульский уезд, и вот было уездное казначейство, типа Минфин Удмуртской республики, только тогда Сарапульского уезда. С него потребовали выдать кассу, выдать запас. Фамилия у него Соколов. А он, заранее зная, что приближается неприятель, он где-то это очень надежно укрыл, никто никогда не нашел. И они его расстреляли на виду горожан и на виду всех его детей. У него там 5, 6, 7, 8, сколько-то много было. Фамилия у него Соколов. И император сделал, хотя ему не светило ниоткуда, именно за этот подвиг ему был присужден графский титул. Это был последний титул в Российской империи. Откуда-то я узнала, а я прочитала очерк о нем. А почему мне это стало интересно, причем тут Сарапул? А вот почему. Читаю в газете, понятно, дореволюционный, понятно, 14-й год, август. Вы мне скажите, сколько минут еще осталось примерно, чтобы я... Говорите, но я думаю, что все слушают. Ладно. Вот. Значит, Первая мировая война, молодой человек, когда она началась? 1 августа 14 года она началась, а его расстреляли где-то вот в первых же числах тоже августа, и тоже в первых числах августа в нашей газете «Прикамская жизнь» читаю. Вот как бы вы это идентифицировали, не то что растолковали бы для себя, читаю. Там, значит, тоже какой-то служащий какого-то чего-то, значит, приглашает принять участие по убиенному, город потом вспомнил, в таком-то городе, имя, отчество Петр Алексеевич, предположим, тоже не очень помню, Соколова. Сами подумайте, чужой человек стал бы заказывать, причем фамилия у него тоже Соколов, но стал бы чужой человек заказывать молебен по чужому человеку, значит, это какой-то его был родственник? Хорошо. Когда я прочитала очерк, я написала письмишко. Слава Богу, есть электронная почта. Слава Богу, есть интернет. Потому что во времена лет еще 30 назад ничего этого вот так вот по щелчку не случилось бы. Я написала письмо. А этот человек, вот он у меня на картинке, Алексей Афанасьевич Яшин. Живет он в городе Туле.
Он профессор, доктор наук, он и филолог, и биолог, биотехнолог. Короче, продвинутый, очень продвинутый, издает журнал «Приокские зори». Там и сидят в Туле. Я ему написала: а не знаете ли вы, был ли у этого Соколова брат, который жил бы в Сарапуле, или родственник? Мне пришло шикарное письмо, шикарное. Он человек с чувством юмора, он мне пишет: ну, вот, к сожалению, про Соколова ничего не скажу, а вот про Сарапул я вам скажу, что в 1900, мы с ним ровесниками оказались, у нас очень много общего оказалось, у него отец был военный, у меня военнослужащий, я детство провела в Заполярье, он там же, он учился в школе, где, ну вот молодежь-то вряд ли знает, конечно, остальные знать должны, он учился в школе, где там в Заполярье, где завучем был Букин Павел, автор слов известной песни «Прощайте, скалистые горы». На подвиг отчизна зовет. Он у нас в Сарапуле в сельхозтехникум учился. То есть все вот так вот, вот так вот, вот так вот. А он, этот вот он, тогда молодой, сейчас уже не молодой, далеко, он в Сарапуле проходил практику технологическую. Он учился в техническом вузе. И на нашем Сарапульском радиозаводе проходил практику. Ну, извините, молодые люди, их поселили в общежитие, там живут и девочки, там живут и мальчики, у них общее увлечение, а еще город. Вы знаете, я его просто восхитилась, как он некоторые вещи, вот, для меня это дорого. Хоть Сарапул и не очень мой родной город, но я тоже в него давно влюбилась. Он, например, ездил, извините, в Ижевск на экскурсию, это 69-й год, ездил на экскурсию и пишет, классно пишет. После антикварного музейного Сарапула Ижевск мне показался серый, банальный, унылый город. Чего-то. Он даже сосчитал количество ступенек на нашей Потемкинской лестнице. Он описывает, сейчас скажу, дощечки страховых обществ, они еще на старых домах. Но он так классно все описывает. У него тоже была история, правда, я об этом вообще умолчала. Если про то, что дочку Зибая Герда, к сожалению, вот, ну, так окончила жизнь, я чуть-чуть допрописала. А вот это листала 55, что? Там он комендант общежития. Ну, понятно, что так и было. Он был участником войны, но это был мужик грубого душевного склада. Он этих бедных студентов, извините, инструктаж проводил, как им посещать санузел. Как садиться, как смывать, как закрывать. Ну, издевательство, конечно же. Это унижение личности. Строил допросы, ну, в общем, вот. Там на этом кое-что есть развернуто в сюжете. Но я стала, когда, ну, как бы сказать, прикидывать, а где это общежитие было? Потому что там же по дислокации понятно, раз мы туда ходили, сюда, ориентиры, все и вычислили. Мне прислали из архива личное дело коменданта. Я с ужасом поняла, что я его хорошо знала. Он жил в соседнем доме. Ветеран. Подумала, ничего себе, какие бывают люди. Ну ладно, все. Эту книжечку я издала. С большой любовью, пусть скромненькую, и даже проиллюстрировала кое-какими картинками 60-х годов, потому что речь идет об этом. Но там тоже есть такие мелочи, о которых никто никогда не написал. То есть, вот это наше, сейчас скажу, погружение в историю Сарапула, оно добавляет, пусть крупицы, знаний и дает импульс для дальнейших поисков. Дарю. Да, Джанова еще тоже подаю. Просто я думаю, она у вас есть. Вот. Ну, а вот эту книгу, извините, хвастаюсь, ой, хвастаюсь. Это почти вся моя жизнь. Но только она сначала была на уровне идеи, Значит, я окончила УГПИ, это Удмуртский государственный педагогический институт в 1970 году. Окончила. И с тех пор вот в Сарапуле живу, работаю, да. 1 год поработала в школе, потом я еще уезжала слегка к мужу, потом снова вернулась. Короче, и с 1972 года я работала вот в этом здании, вот он тут просматривается, вот в этом здании. Мне мой великий папа, у меня был великий отец, а дед, может быть, еще величие, мой дед
Павел Владимирович Бухарин, единственный русский человек, его приглашали, сейчас скажу где, его, почему он там, потому что там одни пункты жили, его приглашали на 300-летие дома Романовых, он в Казани учился, в семинарии учительской, его приглашали как лучшего студента, правда он на галерке сидел, но все равно. Значит, я вот, когда у меня бурановские он был директором школы в Буранове. И когда они уезжали на отборочный тур Евровидения, они меня как внучку приглашали на вечер, это в феврале, было на вечер памяти моего деда, я тогда помню, Конева у него училась, другие бабушки, они не местные. А вот Конева рассказывала, как он их, может быть, он даже и дал им начатки, вот эти зародыши тяги к музыкальному искусству, потому что не просто песенки пели, а он вел физику, химию, биологию, значит, музыку, он играл прекрасно на скрипке, и она мне рассказывала, что он с ними не что попало, а, во-первых, классику, пели, ставили сцены и спектакли, короче, он в них закладывал основы культуры. Так вот, и папа, да и дед вот, прививали этот интерес к тому месту, где ты вот находишься. Потом уже во взрослом состоянии я прочла великолепное, как бы сказать, определение у Сергея, боже мой, иногда вот заклинивает. Ну кто у нас? Лихачев, Дмитрий Сергеевич Лихачева. У него есть понятие нравственная оседлость. Это очень важное понятие. Хорошо бы, чтобы каждый педагог и каждый вообще гражданин это осознавал. Люди иногда оседло живут, сели и сидят на одном месте, или топчутся на одном месте, но они вообще ничего про свое место не знают. Вообще. А есть люди нравственно оседлые. Вот я в 1988 году была в Сирии. С тех пор сколько лет прошло? Какой Сирия стала? Вот она у меня здесь сидит. Потому что это страна уникальная. Помимо того, что это страна Арабского Востока, это одна из колыбелей христианства. Это остатки Римской империи, когда по этой Пальмире мы ходили, а потом... Я к тому, что нравственно оседлый человек, он осядет везде, где его сердце шевельнулось, где он что-то открыл. Так вот, я сразу к этому зданию интерес проявила, но изучать все стало вот позже. И позапрошлом году, в 2018 году, когда мне 70 лет было, я ее и презентовала на своем творческом вечере. О чем она? Но это уникальная тоже история. Знаете ли вы, кто сидит, вряд ли, наверное, все знаете, что в Сарапуле, первым в России, в провинциальной, Москву и Санкт-Петербург не берем, первым в провинциальной России открылось реальное училище. Обошли всех, обошли, даже вот брать округу, Пермь, Екатеринбург, Вятку губернскую обошли. О чем это говорит? О том, что наши купцы, ну это дело купцов было, они лоббировали интересы Сарапула, потому что они хотели видеть своих детей не просто образованными, бла-бла-бла, говорить что-то, уметь на французском никаком, а чтобы они еще знали технику, понимали процессы развития этой техники, были склонны к творчеству техническому. Что такое реальное училище? Ну, это помесь, ну, ПТУ, что стыдно говорить, но такого вот низшего образования и техникума. Это вот такой... Но меня, как еще раз говорю, литератора, ну, филолога, там каллиграфии обучали. Если кто не знает Татьяну Черниговскую, запомните это имя. Нет, я молодым людям говорю, кто не знает Татьяну Черниговскую, это нейролингвист. В Питере, у нее в интернете можете послушать, хотя чуть-чуть лекции, там есть великолепная, я вам, просто это очень интересно. Она говорит, что, не то что говорит, а один из аргументов в пользу кое-чего, чего сейчас узнаете. В одной из цивилизаций Китая тестировали на высшие чиновничьи посты по двум основаниям. Я подумала, я прошла, если постаралась. По первому точно, по второму точно. Это каллиграфия. Оказывается, умение красиво каллиграфически – это сложная работа мозга, раз, а второе – стихосложение. Вот прикиньте, как бы с этим. Вот. Так вот, учили их каллиграфии, каждый индивидуально обучался музыке,
учили 2 иностранных языка, но не мертвые, как в гимназии, латынь и греческий. Хотя это тоже очень полезно, потому что это во все языки корни приходят. Ты богат, если ты это знаешь. Вот. Но там учили немецкий, французский языки. В общем, тоже, ой, как мне эта книга дорога, предорога, заканчиваю. И вот тут уже я могу сказать, что я автор. Если тут я то соавтор, то член большой команды, то издательница просто, потому что вы тут не выставили. Я, например, содействовала изданию книги об Ашенине. Я там никак не присутствую, но я кое-что помогала, как бы сказать, это моя идея сделать типа альбома. Я привлекла спор, в общем, надо долго рассказывать. Тюнина точно так же. Но я автор вот всех этих детских книг. И тут еще, и вот «В небе над Саратовым». Как мне пришло писать детские книги? Потому что я тоже когда-то была девочкой и любила читать. А когда мои поздние дети, я умудрилась после первого сына через 20 лет уродить двойню. Да. Рада, что я это сделала. Можете посмотреть кто-нибудь. Один из двойни, они оба в Питере живут, один из них звезда стендапа. Когда я была на свадьбе, я тоже простендапила, оценили. Оценила, молодец, оценила, да. Вот. И вот когда они пошли в школу, и когда в 3 классе подходил, я поняла, что там есть краеведение. А почему учить-то? Почему? Вот тогда меня не пригласил никто, я сама напросилась. Там в интернете написано, что меня тут. Нет, я сама напросилась. Я говорю, давайте-ка экспериментально попробуем. Попробуем. Я испытала счастье от того, что я это делала. Почему? Как хорошо работать с теми, кто еще на этот мир смотрит открыто. Он хорошего от него хочет, и он сам может что-то сделать. Ну, я, например, детям говорю, вот я стала. Я один эпизод расскажу, великолепный. Вот на горе Урал есть такой камень в честь Дорга. У него интересная история. Я своим ученикам, третьеклассникам, я вела у своих собственных детей в классе, и на следующий год еще в одном классе, где мой сосед, их ровесник почти Тимур. Ну и вот, я говорила, дети, я веселая учительница, но очень строгая. Я говорила, дети, я вам оценки ставить не буду. Вам оценку поставит город, когда вырастете и что-то хорошее сделаете. Прошло время. Как который сосед, говорит, ну что у тебя написано? Он стал предпринимателем средней руки. Что, говорит, будем хорошего делать? А у меня давно, как бы это сказать, мысль и вина, что наш город, хотя 16 лет отработала помощником главы, правая рука, левая, 3-я, 4-я. Мне поручали всякие неудобные дела, потому что, в общем, поручали. Короче говоря, я сказала, Тимур, поставим памятный камень Дурову. 35 лет человек был городничим. 35 лет. Никто, наверное, в России этот рекорд не побил. Просто мы не изучали этот вопрос. Первые школы при нем, первые больницы при нем. Все при нем. Вот почти, долго-долго это говорить. Мы приехали в Ижевск, купили камень, поставили камень. Я там напрягла Шепталина, он мне текст написал. Табличку мне сделали на одном заводе, посеребрили на другом заводе, музей выдал подкову. Короче, вот, пожалуйста. Вот, и все дети Саракула, у вас еще 3-й книги нет, но что 3-я вышла? Ой. То, чего нет, Татьяна Борисовна, значит, к нам не пришло. Так мой Дамир разбирался, он куда-то в какую-то палату, ладно, это позже. Вот, это в 2003 год, это переиздание процентов на 80%. Типа то же самое, но, извините, жизнь идет, время идет, меняется. И еще в этом году, в прошлом, году вышло 3-е издание, опять же напрягалось, опять же. А вот эти детские книги, они хоть кажутся простыми, вот возьму я эту, она мне очень дорога, все дорогие. Значит, у нас есть земляк, у вас есть имени его дяди, улица, переулок или Бодолевский. Алексей Александрович Бодолев был великий человек, потомок Купцова-Бодолевых, доктор наук, профессор, основатель нового направления психологии, акмеология, которая изучает высшие достижения человека. С 1995 года я была его другом, он был моим другом. Я была у него в Москве неоднократно,
Вы знаете, больше никогда никто мне так не напишет. Он меня поздравлял со всеми праздниками, еще письма писал. С Новым годом, с Татьяниным днем, с Пасхой, с 9 мая. Я такая, вот все это, и дальше, и дальше. С днем рождения, все это он меня поздравлял. Вот. И я задумалась серию. Еще, никто уже не напишет. Знаете, как он обращался? Глубоко уважаемый. Это извините, не... Он такой уже, да? И я задумала серию, где бы глазами ребенка были события той или иной исторической эпохи. Вот эта историческая эпоха 30-е годы, город Сарапул, начало. В 32 году семья Бодолевых навсегда уехала из Сарапула, потому что были потомками купцов, потому что в городе было опасно жить. Начинались репрессии, жестокие репрессии. И я, значит, у него дома сидя, под диктовку, он мне рассказывал, я записывала, но все равно узок круг впечатлений 9-летнего ребенка. А мне надо пошире. Кое-что я гипотетически придумала. Вернее, придумала, что гипотетически могло бы с ним быть. Ведь я же потом ему в Москву отправила на согласование. А мне же он обратно отправил. Что меня умилило? Он, в общем-то, зачет мне поставил. Правда, не дифференцированный, просто зачет. Но там, например, он мне когда рассказывал, что его обучали на дому. Приходила учительница, потому что боялись его отдавать так вот. И там я какое-то вымышленное имя написала учительнице. Ну, взяла и написала. А он сказал, а учительницу звали так вот. Он помнит имя этой учительницы. Я сейчас сама уже, конечно, забыла. Вот. И, сейчас минуточку вытащу. И я сделала классное приложение. В каждой этой книжечке было какое-нибудь приложение, но оно развивающего характера. Его старший брат, Арест, он был 18-го года рождения, Алексей Александрович 23-го, а тот 18-го. То есть он в Сарапуле подольше побыл. Он хотел стать художником. Он поступил в Академию художеств. И у них у всех фамильное было плохое зрение. Старшего брата взяли, его не взяли на фронт. Он всегда чувство вины испытывал. Тот погиб. Сначала без вести пропал. Вот они лет 10 назад нашли его могилу, недалеко от Питера. Так вот, я, значит, конечно, не сама это я делала, я просила свою сообщницу, опять же, говорю так, Татьяна Артюхина, дизайнер, вот этот будто бы на день рождения Алеши старший брат подарил ему план Сарапула, по которому можно путешествовать, но это Сарапул не современного, как бы сказать, планировки, хотя, конечно, это исторический центр, он сейчас сохранился, просто разросся, вот. И все объекты того времени здесь отмечены, а здесь еще рисунки. Казалось бы, простенько, больших затрат нет, но очень полезно для детей, они путешествуют по этому городу. Ну и вот, сейчас я сделаю поэтическую паузу, и потом, если есть вопросы. Я не свое прочту. Вот мой Миша, о котором я уже говорила, который стендап, однажды мне урок преподал. Тоже они были третьеклассниками, и Тимур, они пошли на депутатскую дворовую встречу. Обычно бабушки ходят. Депутатам вопросы, кандидатам депутаты задают. А тут мне рассказывали, я сама там не присутствовала, мне рассказывали. Я, извините, угорала. Значит, что было? Вот депутаты, каждый свою программу, их там 3 было, да, кандидата. И вдруг Тимур говорит, так, позвольте мне. Женщина, вы уже много сказали, теперь позвольте мне. Я спрашиваю, а вот вы почему плохо реставрируете такой-то дом? Почему вы вот этот архитектурный памятник? То есть это те истории, да-да-да. Депутаты заикались, что-то там банально отвечают, денег нет. На что Тимур говорит, да, денег у всех нет. На то вы идете во власть, чтобы суметь добыть. В общем, короче говоря, и еще, и еще. На следующий день я со своими мальчишками, еще раз говорю, им лет 10, 11, 12, не больше 11, наверное, иду, и идет один из участников этой встречи. Ой, а поскольку я в органах власти работаю, в администрации, дома рядом, вот, я их всех знаю, я ей говорю, ну что, Валерий Александрович? Он говорит, да, Татьяна Борисовна, вот это дети. Ну, я говорю, да, и мы уже остались с детьми, и я говорю, да, какие же вы, очень смешно. На что мой Миша, я слово в слово запомнила, слово в слово, это не пафос, нет.
Это глубокая внутренняя позиция. Я очень этому рада, что это моя, извините, Ирка. Он мне сказал: зря смеешься, потому что вы, взрослые, нам, детям, оставляете город. И нам не безразлично, какой он. Так вот. Короче, он у нас еще и поэт. Дважды номинировался на национальную премию «Поэт года». И он между делом. Это, конечно, это не основное занятие. Он в хорошей фирме работает. Отдел маркетинга, заграничные путешествия, плюс стендапит. А стихи это, ну, уже почти он уже от этого отстал. Он лет 10 он сочинял. Я одну для молодежи, а другую для темы. У него есть стихотворение о пороках. Правда, всех ведь нас что-то подстерегает. И то, и другое, и третье. И он там все это дело перечисляет. Я просто наизусть не помню. А в конце, как меня тоже порадовало. И если не будет света, и душу покинет страсть, пусть тот, кто придумал это, не даст мне туда упасть. Я подумала, защищу мой мальчик, мои мальчики от этих жизненных, извините, потому что у них духовные ценности есть. И в них вложила наша история, наша культура. И теперь про краеведение. Я всегда туристам, если приезжают, экскурсию веду, на Урал поднимемся, пофотографируем, да, и я прочту. Банальный, простенький, он и не претендует, хотя у него есть и философские, и сложные, но это простенькое. За ширь небес, за гладь пруда, за русский лес, за города, за старину начнешь всерьез любить страну, в которой рос. Вот это и делаем мы все для того, чтобы те, кто идет за нами, любили и страну, и город. Потому что любовь, она созидательна всегда. Если человек, извините, не любит, ничего не будет ни в семье, ни в городе. И я радуюсь, что у нас мощное городское сообщество, потому что многие участвовали в нашем проекте, и он консолидирующую роль выполнил в истории Сарапула. Извините за многоречивость.